Он загорелся в сердцах творческих людей, которые пронесли этот огонь в себе через века. Из поколения в поколение, из одной эпохи в другую передавался этот огонь бережно и с любовью. Получая божественный дар, люди хранили его в своих сердцах и передавали дальше, вынося в него частичку себя. Так было и так будет до тех пор, покуда не потухнет огонь искусства в сердцах актеров, любительских театров, профессиональных, в душах детей, в сердцах верных зрителей. Сегодня мы хотим поделиться частичкой этого огня со всеми, кто неравнодушен к театру. Все дороги ведут в театр, и неважно, актер ты, режиссер или зритель.
Наши актеры, режиссеры, гости, если они сегодня на закрытии фестиваля тоже присутствуют с нами. Еще раз хочу, прежде чем начнется наше торжественное закрытие вечера, оно у нас состоится по нашей уже тоже сложившейся несколько лет подряд традиции. Мы начинаем всегда каким-то небольшим видео, и мы заканчиваем фестиваль небольшим видеороликом о том, как, собственно, этот фестиваль и проходил. Это огромный труд всей нашей команды, которая работала, не останавливаясь. Эти двое, а мы работали 3 суток. И не буду долго говорить, мы начинаем наше закрытие. Случайно, потому что пришла в самоуправление, и мне сказали, ну, вот ты пойдешь с нами на фестиваль. Я такая, ну, хорошо, я за любую движуху. У всех за эти 5 лет, конечно, выросли большие навыки, больше навыков стало. И, конечно же, я очень люблю наш фестиваль тем, что он является международным, чему мы очень рады.
И с удивлением узнали, что он существует уже 5 лет. А приехало нас 18 человек. Мы приехали и привезли вам спектакль «Сказки на всякий случай» Евгения Клюева. Театральный фестиваль, он очень уникальный по своему происхождению. Здесь собираются театральные коллективы со всей Эстонии, так и театральные коллективы из-за рубежа. Так получилось, что в 2017 году, когда мы провели свой первый театральный фестиваль, он сразу же с первых дней стал международным. Тогда еще у нас была возможность не ограничивать приглашение наших гостей, поэтому сразу было очень много спектаклей. И первый год он был двухдневный, как и в этом году, а потом предыдущие годы он шел по 3 дня. Но даже в этот раз мы проводим фестиваль в течение 2 дней, а у нас получается 15 спектаклей за 2 дня, и мы очень благодарны всем нашим участникам, всем режиссерам, которые находят время, находят желание заниматься с ребятами, несмотря на то, что были 2 сложных года, года пандемии, когда, к сожалению, больше всего это сказалось на творчестве театральном, танцевальным и так далее, для людей, для которых важно именно контактное занятие. И мы очень рады тому, что прошло 2 года, и мы снова смогли создать наш фестиваль не в онлайн-среде. В прошлом году он прошел в онлайн, это тоже было здорово, мы очень рады, что хотя бы в такой форме мы смогли встретиться с нашими друзьями. Но все получилось, что мы сейчас здесь, что прошло уже половина дня. Впереди еще вторая половина дня, где мы будем не менее прекрасные спектакли, замечательные. И желаю всем режиссерам, всем актерам хорошего настроения, творческого успеха. И пусть никогда в их сердце не иссякает желание заниматься театром. Пусть это дает им вдохновение, а зрителям всегда будет куда прийти и приятно провести время со своей семьей. Спасибо всем.
100 раз еще увидимся с вами, поэтому лишь до свидания говорим сейчас. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак, вновь нас всех ведет мир широких сцен и взрывных кулис, как вперед, друзья. Вот уже каждый день я актер театра, и мы с тобой сыграем роль. Только встанем во тьме и зажжем вновь огонь свой. Он свет прольет на все то, что там нас всех так долго ждет. Идет театр за театром строго, людям доставляя радость и легкость. Знает каждый, в чем его доля, все играют свои роли, и, может, не пойдет моя. Каждый новый шаг, каждый поворот, каждый след и знак, кто-то всех ведет лишь широких сцен и цветных кулис, как бегом, друзья. А в душе каждый день я актер театра, и мы с тобой сыграем роль. Только встанем во тьме и зажжем вновь огонь свой. Давай смелее, сделай первый шаг, побори свой страх. А в душе каждый день я актер театра, и мы с тобой играем роль. Только встанем во тьме и зажжем вновь огонь свой. Спасибо вам за этот шаг. Спасибо большое нашим актерам театра «Андерголд». Можно поярче, повеселее свет на сцене? Да, спасибо. Получилось, обычно мы всегда стремимся закончить наш фестиваль на какой-то веселой нотке, какой-то такой веселый экшен. И думали, что так будет и в этот раз. Но для меня самой сейчас финал получился сюрпризом. Я не знала, какая музыка будет наложена на видео, я не знала, какие кадры попадут в финальное видео. Но получился такой финал, немножечко как будто хотелось сразу плакать. Было такое, да? Но давайте плакать не будем, потому что все самое интересное еще впереди. Я хочу поблагодарить в первую очередь ребят, которые сейчас перед вами исполнили эту песню. Ее написала актриса нашего театра Соня. Соня, спасибо тебе за эту песню. Всем известную мелодию. И особенно приятно было, что в зале нам подпевали. Здорово, ребят, спасибо вам. Итак, я думаю, что у меня будет какая-нибудь веселая музыка в сопровождении, да? Я от нее точно надеюсь. Да, Дима? И мы приступаем к процедуре, скажем, наверное, которая... У нас, вы сами знаете, что у нас не такой нетрадиционный способ оценивания. То есть, когда мы в 2017 году впервые создали этот фестиваль, не было цели устроить здесь соревнования, чтобы никто не уехал отсюда грустным, расстроенным или обиженным на что-то. Но все-таки, если убрать совсем соревновательный момент, да, или какой-то момент выбора актера, актрисы, то, наверное, тоже было бы не очень честно. Поэтому у нас все-таки работало театральное жюри. Я не буду озвучивать, кто это был. Это были патриоты, которые смотрели все спектакли от начала до конца и оценивали с точки зрения, выбирали лучшую мужскую и лучшую женскую роль в каждом спектакле. И сейчас я хочу пригласить Андрея. Те, кто у нас 5 лет приезжают на наш фестиваль, знают его очень хорошо. Он нам очень помогает во всем. Вместе мы это все осиливаем. И он будет сейчас помогать вручать подарки. Прежде чем мы будем вручать подарки за лучшую роль мужскую и женскую в каждом спектакле, хотелось бы сказать, что это... Сейчас вы начнете получать эти подарки, а потом я скажу, что там. Я очень боялась, что это окажется не в тему. Ну, как бы вдруг не понравится. Ну, я в коридоре поговорила с режиссерами, они
нравится. Это сделано руками наших студентов. У нас в нашем курсе Пикескусе очень много различных профессий, и мы каждый год стараемся, чтобы подарки у наших актеров на руках остались все-таки какие-то памятные. И в этом году мы себе не изменили. Итак, мы переходим к процедуре вручения сначала. Лучшая роль мужская и женская в каждом спектакле. Мы приглашаем, как вот у меня в порядке лежит, так и буду. Александр Шаклейн, извините, если ударение не туда. Марду гимназия, режиссер Есения Антропова. Александр есть в зале? Это Марду гимназия, они не могли уехать. Есения Антропова, получите приз за своего актера. Бежит. Музыку можно оставить. Тогда я не знаю, сколько человек. Это парень. Да, это мальчик. И не уходите далеко. Этот же, нет, не этот спектакль, это у нас был, я правильно назвала, да? Возможно, у меня местами поменены дипломы, я приглашу вас еще раз. Спасибо. Спектакль «Топ Тимакера». В нем награждается Доминика Сингова. Есть? Кто-то есть из них передать? Мы тогда откладываем. Этот же самый, нет, другой спектакль. Будет мужская и женская, просто у меня кто-то покопался в дипломах, и они лежат не в том порядке. Так даже интересней. Спектакль «Эй, кто-нибудь» Геннадий Тюлюков. Театр «Другое небо». Режиссер Владимир Вольков. Есть актер? Спектакль «И кто идет» Евгений Соловьев. В некоторых спектаклях получилось 3 награды. За Евгения кто-то получит? И женская роль в этом же спектакле Александра Швецова. Спектакль «Притча о ромашке» Лиана Мухина. Опять же, мужская роль Тимофей Каширов, Тот Тимакера, Ихве, театр Эдельвейс, уезжает в Ихве. И «Притча о ромашке» Алиса Барышникова, тоже, я так понимаю, ребята маленькие, они днем уехали, мы им переводили. Спектакль «Старый фильм», Ванофильм, театр Марду гимназия, режиссер Есения Антропова, Нелли Лис Юхане. Извините, если ударение делаю неправильно. Кто у нас из Марду остался? Пожалуйста, заберите награду. Спектакль «Сон в летнюю ночь», театр-студия «Летающая корова», Антон Ящук. Антон. Спектакль «Сон в летнюю ночь». Режиссер Яника Копик. Анна Александрова. И в этот спектакль уходит еще один диплом.
тот же спектакль «Сон в летнюю ночь», Богдан Пузиков. Все бы театры так приветствовали своих актеров, было бы здорово. Спектакль «Кот в сапогах», театр «16-я комната», режиссера Ольга Виталий Катунцевы, Милана Федорова. У нас есть представитель. Сразу так много? Подождите тогда, недалеко не уходите просто. Кто из вас Милана Федорова? Много нет Миланы Федоровой. Передайте ей поздравления от нас. Спасибо, ребят. Спектакль «Сказки на всякий случай», театр из города Риги, режиссер Наталья Найбауэр, награждается Александр Мальцев. Спектакль «Фокус», город Нарва, режиссер Анита Порфирова, награждается Анита Порфирова. Спектакль «Юбилей», театр «Кода», город Ихви, режиссеры Марина Алферова и Василий Алферов. Награждается Ольга Гудкова. Спектакль «Юбилей», театр «Кода», награждается Валерий Сырченко. Правильно? Спектакль «Мимолетное видение», театр «Андалярс», режиссер Юлия Антонова, Яна Минанин. Есть представители театра «Андалярс»? Нет, мы передадим. Тот же самый спектакль «Мужская роль», Денис Бадаев. Поаплодируем тоже. Спектакль «Обещанная страна грез», театр-студия «Летающая корова». В этом спектакле за лучшую женскую роль награждается Алина «Обещанная страна грез» награждается Мэри Копель. Спектакль «Сказки на всякий случай», театр 88, город Рига, награждается Марк Шкняров. Спектакль «Сказки на всякий случай», театр 88, награждается Лада Подымина. Спектакль театра «16-я комната», «Поварята вперед», награждается София Раменская. Представители театра.
Есть? Молодцы, в том же составе. Спектакль «Поварята вперед» награждается в этом спектакле театр «16-я комната» Матвей Петров. Богатый в этом году на спектакле театр «16-я комната» награждается в спектакле «Кот в сапогах» Никита Олейник. И театр «16-я комната», я рано вас отпустила. Спектакль «Блажь» Анастасия Портнова. И этот же самый спектакль Кирилл Павлов. Не расстраивайтесь те, кому награды не достались. На самом деле всегда на фестивале очень трудно выбрать лучшую роль. Вы все были лучшие, вы все были прекрасными. Но жюри должно было выделить кого-то, кто понравился им чуточку больше. Думаю, все аплодисменты сейчас должны достаться всем актерам. Поаплодируйте. Сейчас мы хотели бы вручить самый, наверное, главный подарок, приз, не знаю, как его еще назвать, нашего фестиваля. Кто участвует в нашем фестивале с 2017 года, наверное, знают, что символом нашего фестиваля является лавровый венок. И мы стараемся каждый год дарить вам лавровый венок в новом исполнении. Первый год это был железный, который сварили наши сварщики. Второй год он был деревянный. Третий год он был стеклянный. И в этом году руками нашей актрисы Дарьи Ивановой, я не знаю, можно взять ее в зале, как-то ее высветить, показать. Даша, помаши всем рукой, она у входа стоит. В этом году наши дорогие нашему сердцу символы фестиваля выполнила она, и пусть они сохранятся у вас на долгую память. И мы хотим пригласить на сцену театр «16-я комната» и вручить им диплом в номинации «За любовь к театру в детских сердцах». Пожалуйста, театр «16-я комната», режиссер Ольга и Виталий Катунцевы. Театр «Андалярс» награждается в номинации «За умение коснуться нужных уголков души». Поздравляем! Представителей театра нет никого? Мы приглашаем на нашу сцену Марду гимназию и хотим вручить им номинацию за такой сложный спектакль, за нестандартность мышления. Ура! Режиссеры на сцену, пожалуйста. Есения, пожалуйста, давай. Так, ну следующих участников объявлю я. Театр Underworld за умение раскрыть темные стороны в искусстве.
творческое воспитание театру «Другое небо» режиссер Владимир Вайкер. Спасибо. Спасибо большое. Мы приглашаем театр «Летающая корова» и награждаем их в номинации «За смелое решение». Небольшой подарочек, тоже такой преподнести и сказать, что очень тепло нас здесь всегда принимают, всегда сюда ездим просто отдохнуть сердцем и душой. И еще просто, я тоже всех позвала, у нас один подарок такой ценный, одному замечательному, такому стойкому, такому сильному парню. Наверное, все уже догадались, кто это. Мы ему... скажите все, что его зовут Давид. Такой, Давид! Давид! Какую огромную лодку несет, держит на своих плечах. Это ты, Давид. Аплодисменты ему. Спасибо большое, театр «Летающая корова». Вы молодцы. Сейчас такой огромный театр спустится со сцены. Здорово, когда театры такие дружные. Приятно, когда всем театрам на сцену выходят. Выходите, не стесняйтесь. Мы приглашаем театр 88 из города Риги и хотим вручить им номинацию за раскрытие красоты и духовности в детских сердцах. Большое спасибо, огромное спасибо за то, что в Эстонии есть такой замечательный фестиваль. Спасибо, что вы его организовываете. Мы очень рады, что здесь побывали, что вы нам дали шанс выступать. Мы из-за карантина давно уже не выступали. Спасибо большое. Вот для этого фестиваля и есть. Вот для того, чтобы актеры приехали и сказали, мы так рады выступать. Спасибо вам, что вы приехали так издалека. Очень здорово, что мы с вами познакомились. Спасибо. Театральная студия «Эдельвейс» награждается в номинации за оригинальность творческого замысла. Но аплодисменты и город Икве сейчас, город Икве уже уехал днем, как я говорила, но мы им все передадим. Награждается театр «Фокус», режиссер Анита Порфирова, все уже знают, за искреннее воплощение. Можно быстренько? Я бы хотела поблагодарить Анну Борисовну и весь коллектив Underworld, еще Олега там, и за то, что помогли мне воплотить мою идею, потому что без них этого бы не случилось. Девочки с Underworld собирали меня в несколько лук. Анна Борисовна дала мне костюмы. Олег просто выдал потрясающий свет. Спасибо. Диме на звуки спасибо. И всем, кто приходил на спектакль тоже. Огромное спасибо Анне Борисовне, что еще взяла меня к себе. Я теперь в 2 театрах. Спасибо тебе, Анита, и всем тем, кто так предан к театру. Итак, у нас остался самый терпеливый театр, театр Кода из города Ихве, и мы хотим наградить их за яркий актерский ансамбль.
Главные наши основные номинации выданы. Подходит к завершению наше награждение, но вы все прекрасно знаете, что у нас существует зрительское голосование. По итогам зрительского голосования, конечно, наверное, оно чуть-чуть не объективно к тем спектаклям, которые идут в самом конце фестиваля. Меньше народу успело посмотреть, хотя тут бывает по-разному. Скажу, что мы к этому голосованию не причастны никоим образом. Ну, то есть мы также могли голосовать за другие театры, но мы никак не влияем на это мнение. Это мнение жюри, которым являлись вы, зрители. То есть именно вы решили, что на этом фестивале выбрана лучшая мужская роль и лучшая женская роль по 3 возрастным категориям. Младшая, средняя и старшая. И их мы хотим наградить. Итоги зрительского голосования. Младшая категория. В ней награждается Алина Карганова, театр 16-я комната. Амина, извини, пожалуйста, Амина, так и было написано, я уж просто мне свет мешает. Жюри, которым являлись зрители, выбрало тебя как лучшую младшую звенья. Поздравляем! И не уходи далеко, если из вашего театра мало кто остался, потому что Матвей Петров тоже по младшей категории был выбран лучшим. Да? Аплодисменты. Спасибо. По мнению зрительского жюри, в средней категории лучшими актерами женской и мужской роли были, сохраняем интригу, лучшая женская роль театр «Летающая корова» Ева Крича. Вот так вот радостно переволновалась это жюри, зрители. Лучшим актером, по мнению зрителей, в средней категории стал Кирилл Павлов, театр 16-я комната. Передадите Кириллу? Я думаю, зритель такой большой, что им можно всех накрыть в театре. Всего хорошего, ребята. Молодцы. Итак, так получилось. Старшая категория. Не скажу, что было прям вот... Ну, действительно, у нас все эти 2 дня зрителей было очень много в зале. Но, конечно, детки детского сада не голосовали. Голосовали, конечно, взрослые. Те, как минимум, которые писать умеют. Итак, в старшей категории актер лучшей мужской роли и лучшей женской роли стали актеры одного театра. Театр Кода. Надежда Пахка и Иван Баумбах. Иван передаст обязательно Надежде. Вот он. Я думаю, это очень полезный приз, который вас выбрало зрительское жюри. Поздравляем! Ну и, конечно же, зрительское жюри выбирало спектакли, которые понравились им больше всех. И как бы нам сильно не хотелось на это повлиять, мы никогда себе этого не позволяем. Поэтому вы можете быть абсолютно уверены в том, что здесь все решал зритель. Если бы не было вот такого желания вот прям всех наградить, наверное, мы вот прям так бы и сделали. Наградили всех. Но мы специально поставили так. 3 спектакля. И отбирали их по принципу, по уменьшению голосов. И так получилось, что по большинству голосов
первое место, ну, не хочется говорить первое, второе, третье, скажем, призовое место с большим числом голосов зрителей набрал спектакль «Обещанная страна грез». Понимаю ваше волнение, да, это всегда неожиданно. Вот я думаю, вот эта вот чудесная ваза, висите ее аккуратно, она хрупкая. И это термос, не знаю, кому вы его подарите, наверное, Янике, ей он нужнее всех. Поздравляем, ребята! Второе место, чуть меньше голосов, набрал спектакль «Кот в сапогах», 16-я комната. То, что в зеленой бумажечке, исключительно режиссеру. А кружечку можете сами решить разыграть ее в театре. Да. Поздравляем, ребята. Ради того, чтобы уж совсем быть честными, мы скажем, что третье место поделили сразу 3 театра. И разница между ними была 1 голос. Всего лишь 1 голос решил все. Скажу, кто был среди всех 3 номинантов. Был театр Underworld «Маска красной смерти». Среди номинантов был и есть театр из города Риги, театр 88. И среди этих же номинантов был театр Кода. И с разницей по уменьшению в 1 голос 3-й приз уходит в театре Кода. Не расстраивайтесь, театр Underworld и театр 88. Разница в 1 голос — это совсем не разница. В общем, всем огромное спасибо. Да, помоги спустить нас, пожалуйста. Да. Ну, проводим еще аплодисментами. Мы еще раз хотим от души поздравить. Я вот не вижу своих ребят. Спасибо, да, Юля. Наш замечательный 5-й театральный фестиваль подходит к концу. Нам очень грустно, конечно, от того, что ждешь, стараешься, все это готовишься, и потом раз, и все заканчивается. И в завершении фестиваля мы, как всегда, хотим сделать небольшой приятный подарок, сюрприз. Для кого-то уже не сюрприз. Пожалуйста, сюрприз в студию для всех наших участников фестиваля, для всех наших актеров. Пожалуйста, этот сюрприз подготовили тоже наши пекаря. Дайте проехать, ребята. Его сейчас привезут, не бегите, его привезут сейчас к сцене. Можно музыку хоть веселую какую-то? Театр Underworld, быстро все сюда, бегом, быстро, пока люди фотографируют торт. Театр Underworld, пропустите их, пожалуйста, на сцену. Фейерверки очень быстро догорают, к сожалению, имеет такой, но торт все равно можно сфотографировать, он все равно красивый. Тоже идти надо. Быстрее. Весь театр Underworld здесь, все помощники. Секундочку, еще один со звука бежит. А кто же нам теперь фанфары-то запустит, которые уже всем надоели, да? Беги скорее, Дима. Дима, ты где? Я его не вижу. Быстро.
участники, я от вашего лица хочу поблагодарить всю нашу команду и обязательно Олега с Давидом, которые там где-то наверху, никто их не видит, но это очень важные люди. Спасибо всей нашей команде. Ребята, вы самые лучшие. Спасибо, что есть фестиваль. А сейчас еще секунду внимания, и мы повезем торт в столовую, чтобы кушать. Благодарим вас, конечно же, обязательно. И благодарим тоже в первую очередь Анну Борисовну. Благодарим вас за этот фестиваль, 5-й, международный, юбилейный. Театр, конечно же, жив и будет жить, пока актер жив и есть сцена. Благодарим еще за шанс, очередной и очень для всех нужный. Для нас, для вас, для зрителей этап. Быть вместе всем неравнодушным. Спасибо вам, Анна Борисовна. Хотим сказать. Я прошу прощения, я всегда. Нет, прошу. О, Господи, спасибо. Спасибо большое вам, дорогие мои, правда. Не ожидала. Спасибо, ребят. Сейчас мы попросим наших помощников отвезти торт в нашу столовую, а режиссеров я попрошу собраться сейчас в фойе. Пожалуйста, режиссеры, не разбегайтесь. Давайте через